Самое важное и интересное за эту неделю. Разрыв селезенки. Ухтинец забил товарища за долг. Потолок рушится, а соседи молчат. Как быть, если в ванной потоп? Есть утонувший. Несмотря на опасность, ухтинцы проводят дни на реке. Мера соцподдержки. Кому положены 6 тысяч в месяц? И новый автомобиль. Предприятие из Борового победило в народном бюджете. Смотрите прямо сейчас. Директор Центра госуслуг в сфере соцзащиты населения Ухты Ольга Максимова разъяснила, кому полагается выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Новая мера соцподдержки появилась в регионе с апреля текущего года, но получить ее можно в расчете с января 2020-го. Выплачивается она в размере 6845 рублей ежемесячно на каждого ребенка в семье, если ему не меньше 3 лет и не больше 7. Но, как отмечает Ольга Максимова, получить такую выплату могут не все семьи, в которых есть дети этого возраста. Семьям, чей среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума, который установлен правительством Республики Коми. Установлен он в размере 13 791 рубль на каждого члена семьи. Поэтому, если доход семьи превышает, то такая выплата назначаться не будет. Если доход в пределах данной выплаты, то, конечно, нужно подать заявление в Центр социальной защиты населения, можно подать в МФЦ или через Госпортал. Никаких сопутствующих документов, например, свидетельство о рождении или справку о доходе, предоставлять не нужно. Органы соцзащиты сами запросят их в нужных структурах. Доход семьи рассчитывают, исходя из данных за предыдущий год. Также ежемесячную выплату могут получить семьи с так называемым нулевым доходом, то есть безработными родителями, не стоящими на учете в Центре занятости. С момента появления такой меры соцподдержки в Ухте воспользовались 500 семей. Из федерального и республиканского бюджета им суммарно выплатили 21 миллион рублей. Один из ухтинских проектов победил в программе «Народный бюджет», которая существует в Коми уже не первый год. Это своеобразный конкурс, победителю которого достается возможность реализовать желаемое. В прошлом сезоне победило 7 муниципальных проектов, один из которых выступал в номинации «Малое и среднее предпринимательство». Организация, занимающаяся выпечкой хлеба в поселке Боровом, нуждалась в новом автомобиле для развоза продукции в места реализации. У данного предприятия уже был старый автомобиль, предприятие небольшое, объемы у них небольшие. И часто бывало, что автомобиль уже ломался, и они не могли выполнить свои договорные обязательства. О старом автомобиле, которому было 13 лет, теперь можно не переживать. Предприятие совсем скоро начнет пользоваться новым, в который вмещается 112 лотков по 16 булок хлеба. Это примерные ежедневные объемы предприятия. Получили новую машину они не бесплатно. Одно из требований народного бюджета – софинансирование. Республика выделила по софинансированию 800 тысяч рублей. Из местного бюджета было 117. И, соответственно, средства данного предприятия Лесторг в размере 250 тысяч. Еще одно требование проекта «Народный бюджет» – поддержка населения. Тут, как правило, не обходится без трудностей. Не все хотят помогать предпринимателям. Но это предприятие все же нашло отклик. Во-первых, на нем трудоустроены местные жители. Во-вторых, компания все же социально ориентирована. Кормит хлебом и булочками не только жителей своего поселка, но и малышей в детских садах, ухтинцев и соседей из поселка Чиньеворик. У нас трудоустроено 13 человек. И все жители поселка Боровой. Когда проходило собрание, было и много за, и часть какая-то против народа. Но большая часть, конечно, были за. Также одно из требований проекта «Народный бюджет» для предпринимателей за помощь от бюджета – создание нового рабочего места. Лесторг его уже создал и даже выбрал кандидата на новую должность, также из своего поселка. В Ухтинском отделе Следственного комитета завершено расследование дела, возбужденного в отношении местного жителя 79-го года рождения.
Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сопряженном с разбоем. По материалам следствия мужчина пришел в квартиру, в которой проживал его давний знакомый, за долгом. Тот задолжал ему 62 тысячи рублей. Однако свои средства обвиняемый так и не получил. Разозлившись, он нанес давнему знакомому не менее 8 ударов руками в разные части тела. После нанесения побоев, так скажем, обвиняемый ушел с места, захватив с собой имущество потерпевшего. Это телефон, куртку, шапку. И сказал, что отдаст данное имущество по возвращению долга. Только тот так и не смог вернуть деньги. Он скончался на месте от тупой травмы живота, последствием которой стал разрыв селезенки и обширное внутреннее кровотечение. Итог потасовки мог бы быть другой, но потерпевший, в отличие от обвиняемого, был худощавого телосложения. Его пытался спасти друг, в квартире которого он проживал. Он-то и вызвал медиков, но скорая уже ничем не смогла помочь. Обвиняемому вменяют 2 статьи за побои и за разбой. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Лето подарило ухтинцам щедрый подарок. На термометрах невиданные цифры, выше 30 в тени. Соблазн покупаться в такую жару настолько велик, что многие закрывают глаза на то, что в Ухте нет оборудованных пляжей, а купание запрещено постановлением администрации. Хотя многие даже и не знают об этом документе, весело плескаясь в реке Ухте в районе городского бассейна. Как водичка в речке? Отлично. Не грязно? Чисто. А вы знаете, что здесь вообще запрещено купаться? А чего? Ну, у нас не оборудовано пляж, это небезопасно. Все отлично. Не боитесь? Вы знаете, что в Ухте нельзя купаться? Почему это? Ну, у нас нет оборудованных пляжей. Это небезопасно. А я первый раз сюда приехал. Самое печальное в этой ситуации то, что она сопряжена не только с опасностью пострадать на воде, но и с риском заболеть. Пандемия коронавируса не закончилась, режим повышенной готовности еще действует, но тут никто и не думает соблюдать социальную дистанцию, да и маски на пляже явно лишний аксессуар, по мнению купающихся. Меж тем печальное то, что из-за введения специальных ограничительных мер без внимания остаются подростки. Спортивные секции, организованные массовые мероприятия пока запрещены. Поэтому на местах отдыха проходит общественный патруль, активисты которого напоминают юным ухтинцам о правилах безопасности. У нас второй уже рейд по водным объектам по просьбе начальника управления образования в связи с тем, что дети сейчас начали выходить, сейчас много купающихся, да, ну и, соответственно, у нас 2 года тому назад было большое количество тех, кто утонул, да, ну, соответственно, для профилактики вот этих вот, так сказать, негативных последствий вот этого купания, соответственно, да, и вышел общественный патруль совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками ГОЧС. Но если до подростков хоть как-то можно достучаться, то вот до взрослых не всегда. По информации от Управления делами ГОЧС, вчера, 8 июля, сотрудники водолазно-спасательного отряда еле как уговорили местного жителя выйти из воды. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, что является одним из самых больших факторов риска. Также стало известно о гибели одного человека на воде. Тогда же, 8 июля, возле поселка Ярига утонул 31-летний мужчина. Он также был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В нашу редакцию обратилась Анна Шац. Женщина уже больше 30 лет живет в доме номер 6 по улице Островского. Она столкнулась с проблемой, которую не может решить, потому что всем ее беда просто безразлична. У женщины течет потолок в ванной, только вот все открещиваются. Соседи сверху пожимают плечами, а управляющая компания бездействует. Проблема возникла у меня уже не первый раз. Уже было до этого, но как-то не хотела связываться, вроде бы думаю, поймут. Не говорила же я уже не первый раз. А тут уже вообще, что у меня стало падать. Уже потолок он уже не держится, он сваливается. И вот ты поднималась и не раз, и говорила, и никакой реакции от соседей. Не слышу, не вижу. И течет, и течет, и...
Иногда, по словам женщины, с ее потолка просто течет ручьем. Уже начала отваливаться штукатурка, а потолочные панели пришлось частично демонтировать. По-хорошему, соседям и управляющей компании, которая обслуживает дом, нужно выяснить, чьи же трубы протекают в квартиру на первом этаже, и разобраться с проблемой. Если коммуникации общедомовые, СМУ номер 13, нужно их отремонтировать. В июне по заявке женщины приходила сотрудница управляющей компании, написала акт, сделала заключение после осмотра. Она мне смотрела, акт писала. Мы с ней поднялись. Она посмотрела, говорит, с нашей стороны там нету. Ну, чтобы трубы текли. Во время последнего визита представителя компании Ани Шац сообщили, что вызовы нынче не бесплатные. Удовольствие стоит 1040 рублей. К сожалению, с руководством компании, обслуживающей дом, нам поговорить не удалось. Диспетчер в аварийной службе сказала, что дозвониться по телефону нельзя, а личные приемы 2 раза в неделю. Также не увидели мы и хозяев квартиры сверху. Дверь открыл юноша, который заметил, что соседка с проблемой даже не приходила. Не Ну, вы знаете о проблеме, которая у вас с соседкой? Первый Я раз. слышу, первый раз слышу. Вот так ответили. Она ни разу не поднималась. Что? Ни разу не поднималась. Мы обратились за консультацией в Государственную жилищную инспекцию, где нам сказали, что теперь женщине нужно написать заявление и приложить все акты, составленные управляющей компанией, чтобы проверку начал государственный орган. Также Анна Шац может потребовать и моральной компенсации от виновника ее страданий через суд, после того, как выяснится, чьи же трубы текут.